Ухта собирает на сегодня по отчетам прошлого года 24 миллиарда рублей. Из них остается 24 миллиарда рублей было озвучено на совете. Из них остается нам 1 400 000 000. Это 5,8% от собранных средств. Раньше десятину платили князю на содержание всего, да, и войска в том числе. Сегодня десятину мы хотим попросить оставить себе, десятую часть. Но мы с этим взялись за 25%. Формулировку. Мы с этим вопросом не раз выходили к руководству республики, но все осталось на том же месте. Минус 800 человек ежегодно. Бизнес строит налоговая, потому что не дособирает деньги в местный бюджет. Она пытается, наверное, собрать какие-то средства, чтобы пополнить бюджет местный, о котором мы говорили, да, то, что нам оставили. Бизнес кошмарит, он уезжает, люди уезжают, город просто умирает. Мы эту тему обсуждали. Я откровенно скажу, что я ее обсуждал с губернатором. В понедельник у нас было 2 встречи в Сыктывкаре. Я знаю, что во вторник, по-моему, губернатор был тоже у вас здесь, и полномочный представитель президента в Северо-Западном округе тоже был здесь. И мы эту тему мы тоже обозначили. И вот как раз с точки зрения планирования, выравнивания межбюджетных отношений для того, чтобы решать многие вопросы, потому что федеративное государство в России, федеративное государство, многие полномочия отдали субъектам муниципалитета. Для того, ведь в Москве все не увидишь, и до каждого не добежишь. Вот мэр лучше знает, что нужно сделать. Чем больше мы у себя собственности зарабатываем, тем меньше получаем в виде субсидий, субвенций из регионального бюджета, из федерального бюджета, то есть оно уравнивает все. Поэтому говорить о том, что сегодня, давайте, вот сегодня собственные доходы муниципалитета составляют 1 400 000 000 из 3,5 миллиардного бюджета. Если мы увеличим эти собственные доходы сделаем не 1 400 000 000, а 1 500 000 000 будет, то вместо 2 100 000 000 000 с Республики Федерации мы получим просто 2 миллиарда. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Мы тут согласны, конечно, и готовы работать, как муниципалитет готовы работать, чтобы увеличивать. Вот, если понимали, что да, вот твердо установленные субвенции с Республики, с Федерации есть, а все, что мы здесь заработаем, это останется здесь, мы готовы будем работать. Сегодня, ну ладно, Ухта еще более-менее в части безработицы, у нас там 0,5%. А вот в этих городах люди уезжают от безработицы. А ситуация такая, что сегодня, вот пример тот же, который вот на том поезде, который вы приехали, объявление было на вокзале. Уважаемые вахтовики «Газпрома», ваш вагон номер 32 прицеплен к первому, ваш вагон номер 32 это первый вагон. То есть возят сюда вахтовиков, потому что им не надо платить ни северный, ни районный коэффициент, это дешевле обходится. Поэтому вот наши люди здесь на местах безработные, поэтому люди, наверное, и уезжают. Это вот мое личное мнение. И если это возможно, каким-то образом на уровне федерации поднять вопрос, что местные жители все-таки должны пользоваться каким-то преимуществом при поступлении на работу. У меня вопрос по 144-му РЗ и по ветеранам. То есть за последние 2 года лишены льгот. Ну там по разным причинам. То есть были суды, это все в судах потерялось, были митинги, были пикеты, были соцопросы. То есть кто-то даже получил 20.2, ребята, то есть ваше мнение по этому? Льготы в республике, принятые, значит, парламентом республики, они утверждены, если парламент идет на поводу у главы и подписывает, и голосует за это, ну, не вы скорее даже можете повлиять на парламент, чем я. Поэтому это как бы внутренний вопрос. Поскольку я как от образования, и меня волнует, что сегодня учитель в городах центральных получает больше, нежели мы получаем на севере. Это и медики, и вся социальная сфера. И второй вопрос. Очень хорошо, что принято правительством приравниванием рота к заработной плате. Это хорошо. Мы давно ждали, что обслуживающий персонал надо обязательно подтянуть. Но теперь стала другая рамка, что сегодня специалист приравнялся, я говорю, молодой учитель или учитель, который имеет небольшой стаж, приравнялся. Сфера образования, она относится к ведению муниципалитетов либо субъектов Российской Федерации. И опять же, регулирование заработной платы, уровень соотношений, наверное, можно выравнивать в субъектах.
Вот глава сидит, смотрит на меня, скажет, у меня на это денег нет. Вот. Я с ним соглашусь, потому что это опять... У меня это есть. Это дело заработная плата от бюджетника, учителей, это региональное у нас. Если было бы мое, то мы могли бы этот вопрос решить. Но это региональное. Знаете, я отвечу, потом мы с вами поговорим, я честно слово. В городе творится полный беспредел по части тарифов и нормативов на услуги ЖКХ. И это с легкой, но очень тяжелой руки Министерства строительства и ЖКХ республики. И этот беспредел творится с 2004 года, то есть с того момента, когда началась регламентация тарифов и нормативов. По нормативам они в городе Ухте более 700 квартир, более 700 домов. Из них больше половины не оборудованы счетчиками. Значит, они платят за отопление по нормативам. Эти нормативы завышены на 30%. За 13 лет город переплатил тепловикам 1,5 миллиарда рублей. Еще хуже с тарифами. Это прямая вина Минстроя Республики. Тарифы завышены на тепло на 68%. Сейчас действует тариф 1550 рублей за килокалорию, а должен быть 990. Переплата за те же 13 лет составила 3,5 миллиарда рублей. Когда выступали, обозначали вопрос, вы сами ответили на свой вопрос, что правительство Республики Коми и Министерство коммунального хозяйства не решает этот вопрос. Вы хотите, чтобы я приехал с Москвы и решил этот вопрос? Я его не решу, я обманывать не буду. Я слышу эту проблему, о которой вы говорите, да? Я единственное могу вам обещать, что вот в том обостренном случае, как вы ее говорите, я вижу, как вы на это реагируете, она больная тема. Вот до губернатора я и донесу, потому что решение этой проблемы, оно вот здесь, в субъекте.